А теперь вспомним про газовые аварии в квартирах татарстанцев, которые в этом году стали почти обычным явлением. Были разрушенные дома, были даже жертвы. Волна аварийности, впрочем, до сих пор имеет свои последствия, но теперь уже коммунальные. По республике начались проверки, в ходе которых выяснилось, множество газовых колонок непригодны для безопасного использования. И их, конечно, отключили. Так произошло с жильцами дома 35 по улице Гагарина. Дымоход неисправен, колонка не работает, а значит и горячая вода не поступает. Не поступает она уже 3-й месяц. И такая ситуация практически по всем домам, где происходили ЧП с утечкой газа. В случае с домом на Гагарина управляющая компания говорит весьма правильные в кавычках слова. Мол, дымоход надо ремонтировать ради вашей же безопасности. И предлагает скинуться ни много ни мало на 8 миллионов рублей. Но за чей счет банкет? Кто ответит за последствия? Управляющая компания, которая вовремя не заметила технической неисправности дымохода? Или жильцы, которые тоже несут ответственность за собственное жилье? И что будет с остальными? Только в Казани газовыми колонками оборудованы почти 3000 домов. Сколько из них будут лишены горячей воды? И скольким из них придется собирать крупную сумму на ремонт? Как так получилось, что коммунальный потребитель почему-то всегда не ощущает себя полноправным собственником, тем, у которого есть не только обязанность платить по квитанциям, но и право получать за свои деньги услуги на должном уровне?